что, найти программу для чат-бота? Да все, я уже нашла. Вроде как сайт. Там, получается, нам надо... Гаряча лінія розпочала роботу 25 вересня в неділю. Наразі звертаються дуже багато людей за допомогою. Більшість з них вже перебувають у дорозі або на кордоні з третіми країнами, такими як Грузія і Казахстан. У нас працює телеграм-канал. В телеграм-каналі є бот з відповідями на найбільш поширені питання. Також можна написати або подзвонити в телеграм за номером телефону, і можна написати або подзвонити на WhatsApp за номером телефону. Для найбільш оперативного вирішення питання краще нам писати у телеграм або у WhatsApp і одразу ж писати суть вашого звернення, вказувати, які у вас є документи, на який кордон ви хочете їхати, або запитати з наявним пакетом документів, куди ви можете поїхати. Ми вас проконсультуємо. Два направления. Направление работы с людьми непосредственно и направление с дипломатическим корпусом, где мы просим и обращаемся облегчить возможность въезда и выезда. То есть если Грузия зачастую это транзитная страна, куда люди заезжают, чтобы выехать в другую страну, в Казахстан, также люди едут на основании определенных документов. Множество вопросов поступает и с образованием связанных, поэтому мы вынуждены связываться и с Министерством образования, и с Министерством иностранных дел, и с консульствами для прояснения этих вопросов и разъяснения уже гражданам. И одновременно мы обращаемся с просьбой облегчить возможность въезда и выезда. Координационный центр работает с начала войны, но с вызовами новыми, которые можно назвать и охарактеризовать как искусственная депортация, в частности, крымских татар и других крымчан, вызвала необходимость работы координационного центра по направлению информационного сопровождения. То есть сегодня в связи с мобилизацией массово выезжают люди с Крыма, не желая участвовать на стороне агрессора в военных действиях против Украины, и покидают Крым, покидают такие страны, как Казахстан и Грузия. Выезжая туда, возникает множество вопросов, в частности, связанных с документами, юридических вопросов. В связи с этим мы в Координационном центре работаем, создали чат-бот, создали телеграм-канал. Есть официальная страница, и в чат-бот мы дополняем теми ответами на те вопросы, которые очень часто поступают. Также сейчас делаем инфографику, в которой также будет разъяснена карта, как людям необходимо вести себя, какие документы иметь при себе и на основании каких документов, в какую страну они могут попасть, выезжая из Российской Федерации. Администратор. Я понимаю, а я могу это с компьютера, а не с телефона смотреть? Там надо программу скачать определенную. Алло, чтобы чат-бот